Сегодня у меня вообще совсем короткое введение в финскому партийному систему. У меня есть более длинный доклад, он был уже публиковал, наверное, лет 5 назад или 6 назад в YouTube. Я добавляю ссылку сюда на видео. Но это просто так, как я сделал выступление Дрездена в прошлом году по поводу борьбы против правого правительства Финляндии. И он был довольно длинный доклад, там больше часа. И там тоже было очень длинное там введение о том, как вообще что такое вообще финская политическая система, как в Финляндии оказался правительство, у котором есть только правая партия, и то есть какая-то такая предыстория. Но потом я писал текст для англоязычного анархоиздания исторического Freedom, который был на основе доклада, публиковали его в начале осени там. Но туда не лез все это введение, так как все-таки у них не формат такой очень длинный лонгриды. И в итоге я разбил текст на английском на 3 куски. И введение отдельно, потом основной текст, который, собственно, публиковали во Freedom, и еще был часть по различной деятельности за свободное передвижение людей против границы, против там, закрытия границы, против ужесточения миграционных правительств. Это будут еще отдельные части, которые я публикую чуть позже. Но сегодня, собственно, все типа приквел, типа введение финской политической системы, который нужен, чтобы понять контекст о том, как в Финляндии появился правительство. И там, в Германии, я объяснял коротко, чем отличается финская система от немецкого. Российскими слушателями, возможно, и немецкая система не так уж знаком. Но, в принципе, везде в Северной Европе, во всех скандинавских странах есть типа система, собственно, система голосования. Это система Донта, или какая-то его разновидность. В Германии, по-моему, что-то другая система, но тем не менее там нет мандата, нет мажоритарной системы, есть система со списками партийными на выборах. И в Финляндии есть несколько, казалось бы, не такие уж большие отличия от немецкой и скандинавской системы, но которые тем не менее влияют. Во-первых, тут нету барьера минимума, который партии должны пройти, который в многих странах, например, есть 4 или 5%, который в национальном плане партия должна выбрать. Здесь такого вообще нет. Что, в принципе, даст шанс партиям, которые только имеют только региональное влияние, как, например, у нас партия шведов. Ну, так, на самом деле, это почти единственная такая партия, но христианские, в принципе, в таком же плане. Они сильны в определении сельских местностей, а в национальном плане слабые. И здесь, конечно, есть округа, но по всем выборным округам выбирается несколько депутатов. Самые крупные это Uusimaa, Nyland, который территория, это типа Хельсинский область без, собственно, города Хельсинки. Там избирается больше 40 депутатов, и, следовательно, там предвыборный барьер это всего 2,7% голосов. Нет, почти 40 депутатов. 2,7% надо только набрать. То есть очень небольшие партии иногда могут войти в парламент. И отсюда следует, что партийная система типа, есть больше мелких партий, чем на других скандинавских стран. И система более раздробленная. И часто коалиция, которые правительственные коалиции, они часто выключают множество партий. Иногда бывает сейчас там 4 партии, это нормально, иногда бывает даже 6. И
И тоже правящие коалиции, в отличие от многих других стран, например, Швеция, есть довольно четкие, там есть правый и левый блок. Правый блок или левый блок, который сформирует правительство, и почти одни и те же партии. В Финляндии часто бывают идеологические противоположности, тоже бывает правительство. И связи с каким-то уже не столько идеологическими интересами, политическими. Например, в Финляндии не часто там консервативные партии, партия левых, они вошли в совместное правительство, чтобы, например, исключить, поскольку, например, может быть, социал-демократы или консерваторы, они хотели бы исключить центристов или правых популистов или кого-то еще от правительства. И тоже есть отличие, что в Финляндии нет праволиберальной партии. Там Kokoomus, то есть коалиция, это ведущая правоцентристская партия. На данный момент парламента самая крупная партия, у них 48 из 200 мест. Но они объединяют либералов и консерваторов, при этом так это было почти всегда. Ну, точнее всегда после того, как либеральная партия Финляндии развалилась, там после войны. И изначально это была просто широкая коалиция против... Самым началом это была партия монархистов, но так как проект монархия в Финляндии провалился, это стало фактически партия антисоциалистов, там и либералов, и особенно после Второй мировой, там и либералы, и консерваторы, которые против социализма, они объединялись в составе партии коалиции. И, там либералы бывают и в том числе в других партиях. Там, например, партия зеленых. И даже социал-демократов бывают довольно такие либеральные, которые, в принципе, почти как демократы в США. Но, тем не менее, там сейчас это самая крупнейшая партия Финляндии, то есть партия Kokoomus, коалиция. Есть две партии, которые на самом деле входят на либеральную группу в Европарламенте, это центристы и шведская партия. Но оба они не совсем либеральные партии. Там партия центристов, он исторически это потомок от аграрной партии. Они начала 60-х, когда поняли, что уменьшается население, сельское население, они сделали попытку проникнуть по городам и назвали себя партия центра. Но на самом деле до сих пор партия центристов в первую очередь представляет аграрные интересы. В других странах, в некоторых странах Скандинавии существует тоже партия центристов, но финская партия центристов, так как в Финляндии процесс модернизации, процесс урбанизации произошел позже, чем, например, в Швеции. Это исторически партия центристов это сильнее. Сейчас у них 23 места, это их худший результат в истории независимости, или может быть вообще в истории Финляндии. Но, тем не менее, они сейчас чуть поднимаются по рейтингу, и до сих пор они представляют собой значительную политическую силу. Есть партия шведов, у них тоже входит в Европарламент, в либеральную группу. У них 9 мест в парламенте и еще один депутат от Ålandских островов. Ålandские острова, там совершенно другая партийная система, там в том числе существуют сепаратисты, но национальных выборов там часто местные партии объединяются по различным коалициям, и их депутаты часто, фактически всегда присоединяются к делегации партии шведов в парламент, так как Ålandские острова это полностью шведскоязычная территория, и им тоже, в принципе, близко интересы шведского языка в Финляндии. В первую очередь, это тоже не шведская партия, это тоже не партия либералов, это интересов шведского язычного меньшинства. И тоже они охотно входят на любые правительства, чтобы защищать интересы шведскоговорящих. То есть они входили и левые правительства, и правые.
Ну, как в Норвегии, Швеции, но в отличие от Германии, Дании, в Финляндии есть небольшая парламентская христианская партия. У них 5 мест. В первую очередь это пятидесятники. Они откололись от коалиции как раз в 50-х годах, когда коалиция принимал более либеральный поворот. И этот, собственно, традициозные деятели, и тоже они представляют собой, ну, представляют собой христианского сионизма и защищают интересы в Израиле. И эта партия, так как они сейчас входят в правительство, то это один из причин, почему Финляндия, в отличие от множества других европейских стран, не стал признать Палестины. Ну, потом, собственно, самое главное и интересное, я сейчас перечислил 3 партии, которые входят сейчас на коалицию парламента. Это, собственно, на партия коалиция, шведская партия, христианская партия. И второй по величине там партия правительства – это правопопулистическая партия перусsuomalaiset. Они часто на русском называют истинные финны, то есть на английском True Finns. Официально на английском название партии это просто The Finns, то есть финны. Но это, конечно, многим не нравится, то есть часто на англоязычной прессе тоже используют какие-то другие названия, то есть True Finns, истинные финны. Но более буквально perussuomalaiset можно перевести как обычные финны или рядовые финны. И если перевести совсем дословно, то они переводятся как базовые финны. Предшественники партия perussuomalaiset – это партия финской деревни. Это раскол 59 года от партии центристов. Тогда партия центристов они принимали прагматические позиции, что большинство финских фермов в международном рынке не жизнеспособные. И они принимали ставку защищать интересы больших фермов, как и принцип не особенно противостояли мелких фермов, так как они считали, что все равно всех не отбиваешь. То есть партия финские деревни, Suomen maaseudun puolue, они появились, чтобы защищать мелких фермеров. И тогда, в том году, в 1959 году, в Финляндии было 382 тысяч фермов. Но тогда, собственно, уже процесс консолидации уже был произошел. И когда Финляндия вступила в Евросоюз, в 1995 году остались всего лишь 98 тысяч фермов. То есть за 30 лет до вступления в Евросоюз количество фермов сократилось почти на 2/3. И несмотря на то, что Финляндия все-таки отбивала определенные права субсидировать местного сельского хозяйства, всякие страны севера, здесь растет период, когда можно что-нибудь выращивать, это на 2 раза короче, чем, например, в Франции или Нидерландах. То есть сейчас осталось всего лишь 42 тысяч фермов, и их, тем не менее, очень многие являются убыточными, и количество фермов все-таки до сих пор сокращается. То есть остались примерно, фермов стало за 60 лет после того, как создали партия финской деревни, которая потом стала партия истинных финнов. Количество фермов сократилось на 90%. То есть, естественно, и партия финской деревни им не удалось защищать мелких фермеров, и они все-таки должны были уже начать искать новые избиратели. И уже в конце 80-х, начало 90-х, они освоили антимигрантскую тему.
Они тоже, на самом деле, партия традиционно это против Евросоюза, но сейчас уже там... Довольно многие финны проголосовали на референдуме против Евросоюза. Это было, по-моему, где-то 43% против 57%, то есть почти 4 избиратели, больше чем 4 избирателя из 10, они были против вхождения в Евросоюз. Но с тех пор люди более или менее помирились, и истинные финны, они в принципе до сих пор за выхода из Евросоюза, но они не очень активно понимают этот лозунг. Первый их основный лозунг истинных финнов – это борьба с миграцией и борьба с экологизмом, с экологическими реформами. И сейчас, после выборов 2023 года, это была по размеру вторая парламентская группа социал-демократы, которые были партия премьера, они проиграли выборов и оказались на третьем только месте, то они получили тоже, кроме того, что они получили второй выбор, второй пост значения министерский пост, то есть значение министра финансов, они еще получили право выбирать спикера парламента. Но это на самом деле не конституционное право, это кто, собственно, с какой партией должен быть спикер парламента, это не определено никакими конституциями или законодательством, но это просто такая традиция, и традиция все-таки решились придерживаться большинство депутатов, в том числе оппозиционных, и они и перусsuomalaiset выдвигал кандидатуру Jussi Halla-aho, которые были одобрены большинством. Halla-aho это бывший председатель партии, и его есть в прошлом тоже судимость за разжигание ненависти. И у них есть только один депутат Европарламента, так как выборы Европарламента были в прошлом году, у перусsuomalaiset истинные финны в этих выборах провалили, они получили только одного мандата, Себастьян Тинккinen, и у него есть 3 приговоров по разжиганию ненависти. И, следовательно, естественно, один из политических силей партия перусsuomalaiset – это снизить наказание по законам о разжигании ненависти, чтобы защищать их собственных членов. И тоже там, чтобы определение преступления было более похоже на американскую систему, в котором фактически можно сказать, что угодно по каким-то группам, по меньшинствам можно клеймить столько угодно, если только прямо не призывать конкретно насилие к какому-то конкретному моменту. В Европе это, конечно, иначе. В Европе по понятным причинам, по историческим причинам, связанным с нацистской Германией, здесь все-таки нельзя просто тоже клеймить каких-то меньшинства. Ну вот, в итоге, да, обсуждали уже 4 правительства, я уже объяснял, кто они такие, и также центристов уже рассматривали. Остались 3 партии. Социал-демократическая партия, Зеленая партия, Левая партия. Левая партия это на самом деле партия зеленых, они исторически очень длительное время это был крупнейший мир, Зеленая партия, но они стали сдавать позиции, так как все-таки зеленые были успешны, когда разница между левыми и правыми политиками играли такую большую роль. И левые и правые партии более или менее придерживались неолиберального консенсуса и какие-то там более, скажем, у нас называют вопросами ценности, там вопросы экологии, там женское равноправие и так далее. Когда они имели больше роль, то зеленые были более успешны, но сейчас они начали сдавать позиции, в том числе так как левая партия тоже постепенно стала более и более зеленым. И тоже финская партия зеленых это более правая, чем многие другие европейские либеральные партии, так как
так как когда в 70-х годах финская либеральная партия окончательно потеряла всякие значимости, то многие участники партии либералов, они вошли в партию зеленых, там один из главных идеологов был всегда либерал, то есть там есть довольно сильное такое праволиберальное крыло, и оттуда тоже председатель партии тоже фактически, рыночный либерал. Левый союз – это наследник коммунистических фронтовых организаций, в смысле коммунистических коалиций. Коммунисты никогда в Финляндии не было, основная коммунистическая партия никогда не вошли на выборов под флагом коммунистов. Считали, что это пугает слишком много избирателей. Финская компартия была второй вообще страна в Западной Европе по размеру. Они уступали по поддержку только итальянской партии, но сейчас этот левый союз всегда последние лет 15 набрали от 7 до 10% голосов. Исключительно были там выборы на Европарламент в прошлом году, но особенность выборов Европарламента в том, что в этих выборах участвуют только сами упертые. Там самые политизированные часть населения, там очень низкая явка. И тоже там, например, нету выборных округов. Есть только общий национальный округ, по которому избираются депутаты, и это тоже влияет, так как ты не должен рассматривать, какая партия имеет шанс пройти твоему округу, как на парламентских выборах. И тоже в Финляндии есть система, что самая крупная партия имеет первый шанс на формирование правительства, то есть почти всегда там премьер-министр, это как раз представитель самой крупной партии парламентских выборов. И, следовательно, многие люди, которые в принципе поддерживают, например, зеленых или левая партия парламентских выборов, они все-таки голосуют за социал-демократов, так как социал-демократы это более крупная партия, и они имеют больше шансов, чтобы получить премьера. Вот, собственно, по партийная система. Еще совсем кратко говорю про предыдущие коалиции правительственные. Там в 2011 году был... И все эти коалиции, они длились почти 4 года, то есть система довольно стабильная, нет досрочных выборов в последнее время. В 2011 году партия коалиция победил выборы Jyrki Katainen, глава партии. Он сформировал так называемое коалиция шестерки, six-pack, называл, у нас тоже говорили на английском six-pack. Туда входили самые различные партии, кроме коалиции. Туда входили социал-демократы, зеленые, левые, шведская партия христиане. И цель была противостоять популистам, которые тогда получили их первые крупные победы. Там 36, по-моему, депутатов, там почти пятая часть от депутатов. И там, в большом счету, да, единственная цель коалиции была не допускать популистов в правительство, и в политике национальном они, конечно, мало что добивалось, так как были очень, очень разнообразные интересы. Тоже, и в итоге, да, партия центристов не вошли, так как они были предыдущие партии премьеров, то есть они решили, чтобы войти в оппозицию, чтобы их рейтинг рос. И это было удачное решение, так как в 2015 году центристы все-таки выиграли выборов. И они решили нейтрализировать популистов и включили их в правительство. То есть истинных финнов. Это предшественник истинных финнов, там партия финской деревни, они вошли в правительство уже в 80-х годах.
Эта коалиция называли Перскеко, то есть жопа куча, и жопа куча или как-нибудь так. Это по инициалам партия Perussuomalaiset Keskustakokoomus. Ну, тогда были больше трения внутри правительства, тоже там было очень больше недовольства внутри правых популистов от того, что их министры не очень сильно давили. Тогда это было только третье по значению партии правительства. У них был пост министра иностранных дел, который фактически не имеет никакого влияния на внутреннюю политику. И, собственно, почти никакие антимигрантские требования не приняли. Было много недовольства. В итоге партия истинных финнов вообще раскололся. И большинство все-таки выбрали новое руководство, меньшинство решили расколоться, оставаться в правительстве. И в итоге несколько месяцев до выборов у них провалилась попытка упростить процесс увольнения рабочих, уменьшить там фактически там шансы профсоюзов защищать работников. Ну, вокруг этого возникли там недовольство и давление на правительство. В итоге несколько месяцев до выборов правительство рухнуло. Но решили все-таки досрочных выборов не организовать, так как там было не так уж много времени до выборов. И тогда, да, были в каком-то смысле дальше более сильные движения против правительства. Ну, собственно, предыдущее правительство, которому начало было премьер-министром был Rinne, потом Sanna Marin от социал-демократической партии. Там Rinne ушел на отставку через полгода. Того, как он был премьером, только полгода из-за различных внутренних конфликтов. И там, туда входили вообще там партия, кроме социал-демократов, есть партия Центра, Зеленые, Левые и Шведская партия. И такая коалиция, это традиция, на котором входят и социал-демократы, и центристы. Это называется красно-огристое правительство, так как туда там сотрудничество социал-демократов с аграрией. Ну, тоже назывались правительство помады, так как был определенный момент, в котором все 5 партий, которые входили в коалицию, их руководили женщины. Но это длится ненадолго, где-то полгода или год. Но тем не менее, Sanna Marin там был очень такой, получил правительство зарубежное много влияния, и Sanna Marin тоже стала как международной звездой, молодая женщина, политики. Но, тем не менее, она проиграла выборов на 23 году, в первую очередь, так как правые популисты, они установили свою поддержку и вели кампанию против роста стоимости жизни. И тоже обвинили, например, что причиной этого являются какие-то экологические меры, которые, собственно, подписали правительство Марины. И также было определенное недовольство по поводу роста национального долга. Финляндия сейчас каждый год берут, но там долговая нагрузка растет по несколько процентов, и многим это беспокоит, так как боятся, что может быть какой-то момент, но если долговая нагрузка постоянно растет, то Финляндия уже со своими долгами не справляется. Потому что в Финляндии есть экономический кризис с несколькими факторами, я, по-моему, уже, собственно, на основном тексте блога описал.
Ну, в этом, собственно, все. Сегодня короткое такое превью о том, что и как, и почему у нас, собственно, что входит сейчас на правое правительство Финляндии, почему он формировался, как это стало возможным. И в следующий раз я еще буду коротко рассказывать о том, какие, собственно, были различные движения за права мигрантов против закрытия границы и почему они не получили такого уж большого успеха, как, в принципе, могли бы получить. Спасибо всем, кто посмотрит, послушает, подпишите на мой канал и делите мое видео и так далее. Всем спасибо.